Что у нас? Инсайт на замене масла вариатора сегодня. Сейчас будем производить масло в вариаторе. Калибровку сразу сделаем на компьютере. Немножко расскажу про замену масла в вариаторах сегодня. Такая тема будет. Итак, ребята, машинки у вас уже старенькие. Вот этот инсайт, он, допустим, 2010 года. И при замене масла в вариаторе есть большие риски. Сейчас я буду рассказывать вам о рисках замены масла в вариаторе. Бывает такое, что машина заезжает на подъемник, и вроде бы у нее все замечательно, она не пинается, не толкается, все у нее хорошо. Вот, но бывает после замены масла в вариаторе начинаются пинки. То есть, сейчас объясню. Хотя машину калибруешь, машине меняешь все фильтра, правильно все по мануалу делается, заливка, объем, все как бы нормально. Сейчас расскажу, почему так происходит. Во-первых, в этих машинах надо менять два фильтра. Один идет в теплообменнике, другой идет в поддоне. Это обязательное условие. Масло в вариаторе нельзя перекатывать больше 30 тысяч километров. Кто перекатывает? Они бывает перекатывают и по 30 тысяч, и по 20 тысяч километров. А что дальше происходит с этим маслом? Ну, то есть оно теряет свойства. Фрикционы начинают подгорать потихонечку, и вся эта пыль фрикционная осаживается прямо внутри поддонов. На магнитах осаживается, в самом вариаторе, иногда под клапанами. Все оно осаживается слоем. Ну, это как, знаете, вода есть же, да, и водоем какой-нибудь тихий. Там ил осаживается, и вот вы, допустим, нырнули или походили по этому илу, и вы его что сделали? Подняли сверху, да? И весь этот ил полетел, допустим, у вас где-то сверху идет вода, которую, ну, не вода, а труба, которая засасывает эту воду. Пока вы туда в ил не встали, он сосал чистую воду. Как только вы ил подняли, ил пошел наверх, и у вас насос начал что делать? Этот ил, грубо говоря, пошел в насос. И таким образом насос выходит из строя. Здесь тоже самая система. Вы этот фрикционную пыль подняли, и она вся пошла в насос, полетела и пошла по каналам. Таким образом у вас начинают вариаторы пинаться, ну и совсем приходят в негодность. Поэтому большая просьба не перекатывать масло в вариаторах. Больше 30 тысяч катать нельзя, даже можно чуть-чуть пораньше менять. И обязательно. Вторая ошибка, грубо говоря, обывателей, кто говорит: а что, зачем фильтра менять? Можно же просто поменять масло, и на этом все как бы, ну, частичная замена, слил, залил. Можно же не оригинал залить туда, можно какой-нибудь аналог залить, в принципе, масло. Тоже большая ошибка. Так вот вы убиваете свои вариаторы, потому что фильтрующий элемент много грязи в себя набирает. И если вы свежее масло на грязный фильтр зальете, она опять же пойдет у вас куда? В насос, в клапана, в гидроблок. Так что, ребята, не пренебрегайте всем этим. Все должно делаться правильно. Должны поменяться оба фильтра. Некоторые делают ошибку, меняют фильтр в поддоне, а вот этот фильтр, допустим, не могут найти или еще что-то там. И зачем его менять? Типа в теплообменнике пойдет. Это фильтры грубой очистки, тонкой очистки. Они тоже как бы большая разница. Поэтому все делаться должно по мануалу. Меняются два фильтра, заливается оригинальное масло ХММФ, хондовское, родное, оригинальное, потому что другое желательно не заливать. Ну, я так скажу, в принципе, есть аналоги, которые можно заливать, потому что они по допускам подходят. Я эти аналоги все знаю, как бы. Их можно лить. Есть и вкусные масла, есть тот же самый гульфовские масла, некоторые по характеристикам подходят, поэтому что-то можно лить. Но мы не пренебрегаем оригиналами, мы все-таки льем оригиналы в большинстве случаев. То есть только кому надо сэкономить, там совсем денег нет, тогда можем аналог залить. В принципе, аналог тоже ходит. Вот, все, что хотел сказать вам про замену масла в вариаторах. Ну, а там сейчас мы покажем, как это делается в принципе. Сейчас Армен доберется. Вот
тоже нам неудобно бывает утеплитель снимать, очень много работы зимой, работы больше, чем летом. Приходится снимать все это дело. Ну, сейчас доберется, сольем масло, покажем, какое масло. Такой поддон, вот фрикционная пыль на магнитах. Сейчас мы все это вытаскивать будем. Немножко есть. Не сказать, что много, но есть. Что, на пробке рыжие эти есть? Ежики. Есть. Вот на пробке вот такие ежики. Это нормально. Это значит, что магнит работает, собирает грязь. Данный вариатор видно, что в нормальном состоянии, в принципе, масло не перекатанное, хорошего цвета еще пока что. Ну и как бы грязи очень мало. Все, Арма как бы закручивает поддон. Магниты все перемыл, да? Под фильтр поменяли. Вот. Осталось фильтр теплообменника заменить и все. И залить масло по уровню. И откалибровать машину с помощью программного обеспечения. Thank you.